вами в рамках курса «Основы предпринимательства» продолжаются встречи с действующими предпринимателями. И сегодня я пригласила к вам, в профессиональном плане, наверное, наиболее близкий к вам специалист. Пока я до конца сама не понимаю. Но человек, который имеет опыт работы в лабораториях зарубежных, отечественных, который на основе данных знаний сегодня развивает собственный бизнес, Алим Галимуллин. Слово предоставляю непосредственно спикеру. Всем доброго дня. Для меня уж этот формат как-то необычен, потому что не всегда выступаем. Обычно, как бы сказать, занимаемся чем-то, но когда ты что-то делаешь, и потом, когда тебя просят это рассказать, ведет к какому-то стрессу и какому-то волнению. Но, надеюсь, сегодня мы этот барьер преодолеем. Мне вообще интересно стало, что я ожидал, что тут будет огромная толпа парней, которых я буду рассказывать что-то там, не знаю что. Тут с девушками у меня как бы контакт обычно налаживается лучше. Так, с чего хочу начать? Мне, чтобы понять аудиторию, хотелось бы узнать, сколько здесь биотехнологов, сколько здесь ботаников и зоологов. Поднимите ботаники, сколько тут ботаников? 3, да, это 3 человека, да? А биотехнологи сколько? Биохимия, да. Вот, ага. А остальные это Да, просто чтобы у меня бумажек нету, я буду только рассказывать, поэтому, чтобы вам более интересно было, я вот хотел узнать. А вот это середина, это кто вы? Это чем занимаетесь? Чему обучаетесь? Все, это вообще классно. Ага. Ладно, смотрите, я про себя вначале чуть-чуть расскажу, чтобы вам уж было понятно, почему я к вам пришел и рассказываю про предпринимательство, про то, что видел. Я сам вырос в деревне, деревенский парень, потом приехал в Казань, но с детства я мечтал работать с природой и работать в лесном хозяйстве. И поступил в лесной факультет, это у нас в аграрном университете. Его закончил, но цель вообще жизни – это изучить, как вообще растет, как эта природа взаимодействует с собой. И вот эта вся моя цель, как бы изучить этому, даже довел меня до Америки. Я после окончания университета с красным дипломом еще, я вот поступил на грантной основе в университет Миннесоты, где я тоже там обучался и менеджменту, и ландшафтному дизайну, и, конечно, еще работал там в лаборатории. Лаборатории там в основном, все лаборатории в Америке, в частности, университет Миннесоты, это связано с кукурузой, которая мне вообще не интересно было, да, как бы вот этот сам процесс, он интересен. После университета, конечно, мне предлагали оставаться в Америке, но желание приехать домой, как бы в Россию и что-то свое развивать, оказалось сильнее. Я приехал сюда. На сегодняшний день мы с моей супругой развиваем свой семейный бизнес. Это у нас, смотрите, давайте я уж раз это предпринимательство сразу буду рассказывать. Когда мы начинаем бизнес, должен быть цель, да, то есть к чему-то стремиться. Это не то, что сейчас на видеоблогах там рассказывать, там поставь себе цель купить Мерседес или купить там этот. Это, наверное, есть определенно там, на чем ты катаешься. Но основная цель бизнеса, когда бизнес развивается, растет, надо как бы полный, да. И мы с моей женой мы хотим как бы создать питомник по выращиванию растений, хороших растений. И даже вот когда мы заказывали свой логотип московской компании, мы как бы тех заданий писали, чтобы она отражалась. Вот если обратить внимание, как дерево, но свое, как и поле, да, как питомник он смотрится.
И он как бы нам напоминает, что наша цель – это создать питомник. Это Гафер Галимуль Али Фергатович, Эльвира – это Эльвира, жена моя, вот, семейная компания. И у нас как бы вообще интересное начало было. Я просто для интереса увидел один видео создания интернет-магазина. Я говорю, интересно. А я выращиваю растения плодовые. Я говорю, может попробовать. И мы с моей женой, ну это сейчас навороченный сайт, первый сайт был вообще как бы слабенький. Мы создали сайт интернет и упаковали растения, саженцы. Представляете, да, саженцы? Ну, яблони, груши. Мы его красиво упаковали, выложили в интернет и начали поступать заказы. Мы базируемся сами в Богатых Собах, это 100 километров от Казани, да, то есть, и у нас на сегодняшний день вообще 80% товара уходит через интернет-магазин, что нам дал первоначальный капитал. Но для создания питомника нужны большие средства, да, то есть там, ну, землю купить, там, трактора, то все. Мы еще дальше пошли, да, то есть мы не остановились на интернет-магазине, мы запустили еще 4 услуги. Ну, то есть это ландшафтным дизайном начали заниматься, строительство домов, да. Если вы зайдете на наш сайт, там все увидите, да, консалтинг. Вот это, про консалтинг сегодня вам и буду рассказывать, потому что вы там себя найдете, потому что это пустое ниша, где можно развиваться, ну, большими темпами. И вот это все направления, интернет, ну, 5 направлений нам приносят деньги. Мы копим. На сегодняшний день мы имеем свой магазин, интернет-магазин, ну, там машины купили для доставки. Мы ни кредитов, ни у жены, ни у меня, ни кредитов, ни займных денег, мы никому не должны. Ну, то есть, как бы компания развивается только за счет своей рентабельности. Если, ну, то есть деньги заработали, мы что-то купили. Например, в прошлом году мы деньги заработали, в этом году землю купили, да. И вот она как бы идет. Сегодня, конечно, интернет еще продвижение. Ну, давайте интернет сразу закрою. Потому что интернет, он такой, хайповая тема, как сказать. Интернет, сначала продвижение, очень много денег платили, чтобы наш сайт продвигался, якобы там поднимался, чтобы поисковая система, когда вводит, чтобы наш сайт первым выходил, мы там столько денег потратили, я говорю, ну это все, говорю. Потом я познакомился с Инстаграмом, начал свой Инстаграм вести, это определенно нам принес клиентов. Через этих клиентов мы познакомились, ну, я их, как бы любя, называю мамочки, да, то есть это женщины сидят декретные, там еще там сайты есть, супермамки всякие, там, с ними познакомились и предложили свой товар. Сейчас им мы даем определенные условия, да, и они собирают нам клиентов, полностью весь заказ собирают, и у нас фактически... Да, совместные закупки, и они нам вообще, вот это мамочки, я их вообще люблю, как бы, ну, это как бы, они нам заказ собирают, и мы отвозим, и фактически мы полностью, на мой сайт вообще не продвигается, все отключили, вообще не платим. Даже у нас платформа сейчас бесплатная, но он зарабатывает огромную кучу денег. Поэтому, что хочу сказать, ко мне иногда приходят люди, там молодые, да, говорят, вот интернет-сайт хотим развивать, вот денег не хватает, туда-сюда. Я говорю, ты что, куда? Если, говорю, ты первоначальные деньги вкладываешь, все, говорю, это не то. Начни с малого, там, запусти в бесплатном хостинге, там, и это будет, как бы, ты увидишь, почувствуешь, как это все работает. Вот. Но я бы вам хотел направление консалтинга рассказать, потому что он... В этой теме, да, я вот сам занимаюсь, нехватка кадров, именно биологов, ботаников, вот этот, зоологов вообще. Чтобы представлять вот этот цикл, да, вот мы, давайте возьмем природу, да, ну, я как лесник, давайте я возьму жизнь растения, да. У нас произрастает он семена, да, потом он сеянец, саженец, потом уже дерево. Вот каждый этап... Идет каждый этап, вот этот, когда мы уже работаем, каждый этап зависит, специалисты нужны. Например, во всем один специалист никак не может. Семенами один специалист занимается. Кстати, вот в природе возобновление семенами идет, да, но
когда мы семенной размножаем растение, это один из сложнейших моментов, потому что семена теряют свою селекцию очень сильно, да, но в 21 веке уже непроверенные, плохие семена сажают вообще очень. Это и в сельском хозяйстве, у тебя урожая не будет, это и в лесном хозяйстве, у тебя мало прирост, там, древесины не будет, и также в других областях. Семенное размножение – это один из самых сложных, мне кажется, да. Это один специалист, да, когда саженец другой, когда растение вырастает, у него какие-то проблемы начинаются. Вот это этапы, в каждом этапе это определенный бизнес. Я уже говорю, что вот представьте майский, все знают, да, майские, вот это типичное хозяйство. Там выращивают помидоры, там выращивают огурцы, там. Вот вы представьте весь цикл. Вы здесь студенты, вы должны представить весь цикл, потому что в Америке мне так объясняли, что вот мы представляли весь цикл. Вот смотрите, майский, представьте майский. Вот вы огурцы, помидоры кушаете, вот весь, вы как бы здесь после обучения вы должны видеть, из семян, потом сеянец, сколько же проблем тут было, потому что его поливать надо, там удобрять надо полностью. Еще сейчас химия запрещена. Сейчас, вы знаете, они из Англии покупают хищные насекомых, клещи. Просто пустили клещей, они прям все вот эти, как сказать, насекомых ненужных, они прям... Это же одна тема. Представляете, у нас в Россию привозят вот этих хищных насекомых из Англии. А наших нету, да, то есть это же тоже один цикл, да, для зоологов, там, это насекомые, это же наша тема, как бы, биологи этим должны заниматься. Но, смотрите, я вам расскажу, давайте вот общее, как размножается растение, да, вот мы с вами обсудили там из семян, да, еще с черенкования. Но я общее даю, что вот это, вы понимали, в конце вы поймете, к чему я иду, просто сдалека иду, черенкование. Вот, например, мы берем любой побег, это вегетативное размножение, да, мы его кладем как бы в землю, и она укореняется и произрастает растение. Это самый хороший, мне кажется, бизнес, даже можно сказать, потому что я сам консультировал и работал в Ладожском районе питомнике «Биосфера». Я там полностью вот это направление там продвигал, там до сих пор с черенкованием очень много делают. И мой питомник то же самое, с черенкованием очень сильно развито. А вот это самое новое, ноу-хау, можно сказать. Где-то 4 года тому назад, когда я ходил тут, консультировал, занимался чем-то, мне обратились из Сабинского района, сказали, вот мы в Сабинском лесхозе начали лабораторию биотехнологий инвитро, и надо его запустить. Я говорю, в смысле запустить? Я говорю, тут при чем? Ну, говорит, давай. Говорит, другого человека нет, запускать надо. Все знают, кто знаком этим методом? Кто? У вас лаборатория тут есть маленькая, но в промышленных масштабах вы это можете себе увидеть? Вы все были в этом лаборатории, не были биотехнологии? То есть, смотрите, давайте тоже объясню, чтобы понятно было. Например, возьмем людей, да, вот сколько, Эйнштейн, там, гений же мало, да, вот, гений, вот, он прям какой-то там ноу-хау, там, Стив Джобс, там, других, их же мало, да, то есть, и в деревьях то же самое. В лесу, если вы посмотрите, там 1000 деревьев, из них один будет такой большой, здоровый, быстрорастущий, он вот элита. Элита не могу сказать, он улучшенный вариант или ошибка Бога, так еще называют, да? Вот этот метод может нам дать, вот мы берем меристемную систему, берем любую почку, и можно его клонировать. То есть растение мы можем сделать так, что, находя нормальное элитное дерево, мы его можем размножить. И фактически все будет. Вот представьте, сейчас возьмут, там один гений появится, его возьмут, что-то там клетку и начинают как бы клонировать, да, то есть и определенный этап мы все превратимся в гений, еще надо будет там развиваться, да. Так и человеческое развивалось.
очень много людей отпало, то есть вот кто здесь сидит, они самые как бы элиты осталось, потому что из болезни, чума туда-сюда, там многие как бы не выжили до наших дней. Да, потому что кто тут сидит, у них только генотипы как бы сильные. Вот здесь то же самое, да, вот мы берем как бы исходный материал, но здесь есть одна проблема, вам тоже вы столкнетесь, если вы пройдете этот метод размножения, здесь есть питательная среда. Надо создать питательную среду. Это была и проблема. Я как бы согласился, приехал в Сабинский лесхоз развивать вот эту лабораторию, но там плесень, там потом питательная среда не работает. 13 месяцев ничего, голяк, вообще ничего не получалось. 13 месяцев. Уже потом, уже через год начали пальцем показывать. Вот, ходил тут, типа консультант туда-сюда, все, ничего у тебя не получается. 13 месяцев вообще. Я ездил туда-сюда, там, смотрел книжки, там состав питательной среды ясен, да, то есть вот вы сейчас откроете свою книжку, там состав столько-то, там агар-агар, столько-то это. Мы так же делаем, ничего не получается. Я говорю, ну, все, говорю, забили, всех собрал, говорю, давайте. Мы разными путями 5000 штук сделали. Ну, вот по миллиграммам делали, меняли, все записывали, 5000 штук. Из 5000 штук 3 штуки осталось. И мы придумали свою питательную среду, забили на всех. Ну, то есть Сабинский район в данный момент выращивает в год 300 тысяч саженцев вот таких хороших из лабораторий, то есть лаборатория полностью. Потом уже нам вышел Академия наук, нам дал как бы заказ, мы его выполнили, да, то есть вот это вообще тема интересная. Я потом загорелся этой темой, опять же в 2015 поехал в Америку, ну, опять же в университет Миннесота, думал развиваться в этой теме. Приехал в университет, начал там, походил, меня там есть знакомые остались, они устроили. Это такая тема вообще огромнейшая. Я познакомился, как там все эта система работает, это огромные корпорации там этим занимаются, да, это все засекречено. Это вообще специалист, например, в Америке специалист, кто будет работать по этой теме, сразу начиная с $5000 в месяц. Представляете? У нас в лесхозе получает, конечно, очень мало. Но там это сейчас наука, сейчас огромные корпорации не вкладываются из-за того, что им инвестировать не могут людям. То есть они специалистов прям ищут везде, кто бы мог заниматься этой темой. Когда еще презентацию сделал по Сабинскому лесхозу по этой теме, и что мы выращиваем уже там чуть ли не 200 тысяч штук в год, они сказали, вау, как так? Мы только, говорят, думаем об этом, а вы уже запустили. Зачем я вам это говорю? Да, вот вы должны понимать, к чему идет ваше знание. Зачем вы вот данное ваше знание можно превратить в деньги? А деньги для меня, для меня и для моей семьи, деньги, знаете, вот что это такое? Зарабатывать деньги, это, я не знаю, я бы объяснил, это как счетчик. Вот, например, я смотрю сейчас у меня свой бухгалтер, кстати, есть, раньше не было, сейчас поэтому мне... Когда все бизнес создаешь с нуля, там, когда что-то новое появляется в компании, даже слезы могут накрыть глаза. У меня бухгалтер, мне дает как бы бухгалтерский отчет, там, сколько я заработал, сколько это. Я сейчас ежемесячно прошу, потому что если у меня прихода нет, это мой датчик, значит, я не работаю. Или чем-то я занимаюсь, если деньги не идут в компанию, значит, я что-то там... ни кризис, ни это, значит, я не работаю. Вот это показатель. А то, что зарабатывать деньги, чтобы покупать какой-то там машины, дома, там ездить, это, я не знаю, вы же биологи, нам надо мир спасать. Тут уже видите, сколько проблем сейчас возникает, тут ураганы, то все, это же из-за того, что мы не следим за биологией. Смотрите, тут у нас уже дышать невозможно. В Дубае легче дышится в некоторых районах из-за того, что растений много, да, то есть
Это же все мы должны с вами, как бы, вы должны решать. И я поэтому говорю, каждое знание, вы, когда вот сейчас накапливаете знания, она потом вам принесет деньги только тогда, когда вы превратитесь в какого-то специалиста. Но чтобы превратиться в специалиста, надо цикл увидеть. И вы где можете быть полезным в этом цикле. Вот, видите, этот лаборатория, кстати, в Сабинском лесхозе. Вот это наша первая осина триплоидная, которую мы получили. Это я тут поплакал, потом уж сфоткался, потому что очень радостное событие было. Вот. И в этом цикле надо увидеть. Мы все видим, да, то есть произрастание жуков, там, да, я уж просто утрирую, животных, там, анатомии человека, там, растений. Мы видим цикл. Вы должны прямо сейчас увидеть каждый процесс, увидеть от А там, до Я, что происходит, и где вы можете быть полезными. И еще вы ориентируетесь на тех людей, которые вокруг вас, да, чем они сильны. Потому что когда вы вырастете, вы будете в каком-то цикле, ну, в каком-то этапе вам будет проблема, и вы вспомните, ага, мой одногруппник же, он специалист в этой теме, давай я ему позвоню. У меня так и происходит. Представляете, я иногда с теми, с кем я учился в Америке, я знаю, что он силен, я ему пишу и говорю, брат, помоги мне. Я говорю, так-то, так-то. А там, когда вы увлечетесь этим, вы столько людей разных увидите. Я удивился, когда познакомился с одним венгром. Знаете, он специалист чего? Самый специалист. Он сейчас в Новую Зеландию это все уезжает. По выращиванию конопли. Он все знает про коноплю. Вот я даже не знал, что такое растение вообще существует. Я просто думал, что это какой-то, ну, как бы, он специалист. Он прям, есть компании, которые легально этим занимаются, у кого лицензия есть. Он вот устраивается туда, он консультирует их, как выращивать. Ну, в Голландии там все легализовано. Представляете, он нашел себя в этом. Но он сильный биолог, он как бы ботаник, он все знает, он прям он вплоть до каждого, там, сколько света должен падать, там. Ну, это вообще, я в шоке был, он мне сказал, говорит, ну, если тебе надо, там, в питомнике, там, в уголочке, если тебе надо будет создать, пригласишь меня. Я говорю, нет, спасибо, что то, говорит, накроет еще. Вот он нашелся, там очень много таких людей, там кукурузой, кто этим, кто чем занимается. И, конечно же, цель, да, выращивания разных растений один, да, зачем? Мы должны получить от этого прибыль. Если нет, если вы не получаете прибыль от того, что вы делаете, этот счетчик не работает, значит, вы там занимаетесь чем-то не то. То же самое, вот в аспирантуре сколько людей хотят остаться? Есть аспирант? 1, 2, так, 3, 4. Вот ваша тема аспирантская, она будет приносить деньги? Или это будет как волонтерская работа, или что-то это? Вот это, над этим не то, что, я опять же повторюсь, это не то, что зарабатывание денег, да, это польза. Только полезным вещам люди тратят деньги, государство тратит деньги. А когда я видел, я тоже в аспирантуре учился, но я не смог закончить, потому что время жалко было. Я говорю, да ну ладно, когда состарюсь в пенсии, может, допишу свою диссертацию. Но я видел ребят, аспирантов, которые делали какие-то телодвижения, чтобы написать статью. Я говорю, о чем толк-то, в чем? Но он говорит, надо быстрее вестник статью сдать, чтобы кандидатскую защитить. Вот. И вернемся к консалтингу, да, то есть к чему я иду. Вот это мое занятие консалтингом компании, да, многие крупные компании обращаются сейчас, чтобы я там посмотрел по выращиванию, по этапам работы, по всем этим. И вот я сейчас начал чувствовать, что у меня уже больше сейчас как бы питомник, то все, уже не хочу ездить, уже не хочу туда как бы консультировать, там же много энергии надо тратить, вот, объяснять надо. Но специалистов нету, иногда просто приходят, говорят, Алим, все, надо,
через кого-то, через влиятельных людей ко мне выходят. Я говорю, ну ладно уж тогда, что ж, не дай бог закроют еще компанию, идешь. Но поэтому специалистов в этой отрасли нет. Надо вот вам уже ориентироваться в это. Вот сейчас вы обратите внимание, я снимаю же, да? Это опять же, я вижу, что мой датчик, он очень слабо работает по консалтингу, да, то есть. И поэтому сейчас я полностью консалтинг хочу вот вывести с Рафаэлем онлайн. Ну, то есть онлайн образование. Буду вот рассказывать, объяснять. И как бы хотим уже это как бы онлайн. Если даже кто-то мне позвонит, там проблема с агрономом, да, то я ему просто говорю, вот купи видео, ну, посмотри, там, зайди, как должен работать агроном. Вот, поэтому вот эта тема, она интересна всем. И мне кажется, вы уже с сегодняшнего дня должны задуматься, чем вы можете быть полезным крупным компаниям, себе, или кто-то хочет вообще свою компанию открыть. Вообще есть люди, которые хотят вообще свою компанию открыть и вообще на государство не работать или на кого-то. Есть такие, нет? Ага, молодец, вот один. Нет, что ли, больше? Все будете как бы нормальными. Кстати, это важный фактор, потому что хороший как бы бизнес не строится без как бы людей, да. У меня вот на сегодняшний день работают, наверное, ну в сезон где-то 28 человек, наверное, да, нам, и все как бы работают в темпе. Ну, мне, конечно, помог вот эта американская система работы. Вот мы еще, вот я сегодня, вот когда ехал, Рафаэль рассказывал про это, вам тоже уж расскажу. Вот мы строим дома из клееного бруса. Ну, тоже дополнительный доход. Ну, подумаешь, тут растения продаешь через интернет, и бас, тут дома строить, да, стройкой занялся. Я говорю, ну да, вот занимаюсь. А знаете, как я там построил систему? Вот вам, наверное, будет тоже полезно, да? Система вообще американская. Я разделил бригады. Ну, у меня есть, и, конечно, есть у меня прораб, и есть у меня бригады. Первая бригада делает фундамент. Вторая бригада делает, стены. Третья делает крышу, остальные окна, потом сантехника, электрика. И я их в очереди поставил и сначала всех нагоняю. Я говорю, вот деньги получите, когда делаете. Сейчас кто стену делает, торопит фундамент, кто фундамент делает. Иногда им помогает делать фундамент. Кто делает стену, там крышу, кто должен делать, они помогают стену им делать быстро-быстро. И вот этот темп, я просто стою, наблюдаю. Как бы вот это Америка то же самое. У нас же как строят, да, системы. У нас структура, тут директор сидит, тут бухгалтер, тут у нас тот, потом тут снабжение, у снабженца спросишь, он не знает, агронома спросишь, он не знает, этого не знает. А тут все прозрачно. Вот у тебя линия, фундамент, стена, крыша, это. И тут структура не нужна фактически. Вот у нас в этом Сабинском районе дети сейчас 10-11 классы очень хорошо владеют английским языком. Вот администрация очень сильно над этим работает, учителей проверяют. И я уж потому что я английский тоже хорошо сейчас знаю, мне легче даже на английском было вам рассказать, чем на русском, да, то есть я организовал английский клуб для них в Садовом центре. И вот они сейчас, им уже не интересно просто сидеть разговаривать, они начали один проект по развитию туризма в Сабинском районе. Они сейчас нарисовали анимацию, это 8 класс, 8, 10, 11 класс дети. Они нарисовали там анимацию хотят, там карта, там из карты там будут выходить наши достопримечательности. И вот эти аниме, или как они меня всегда подправляют, конечно, не аниме, их не нарисованные лица, и рот двигает, и они будут презентацию делать на английском по Сабинский район. Они тоже начали сейчас, последний раз, когда собрались, они прям чуть ли не
это хочу, то не хочу. Я говорю, стоп, давай, говорю, фундамент, стена, крыша, говорю. Кто должен анимацию делать, кто должен текст делать, давай, что вы друг другу там торопили. И мы вот сейчас структуру нарисовали, и вот даже, они же дети, их просто, они иногда начинают там про Ишпишмак что-то такое рассказывать. Я уже как старый себя чувствую. Про Ишпишмак столько могу придумать, что я говорю, ну как вы такое можете придумать? Шпишмак для них целая тема может быть, понимаете? Они шпишмак такой, шпишмак это. Но суть не в этом, что вот эта структура даже школьникам, она, ну как бы жизнеспособна даже для школьников. Вы даже, когда вы будете какой-то проект делать, вы тоже старайтесь, чтобы последовательность через кого, ну вот один делал то, что вы друг друга. Не надо так. Я помню, когда в университете учился, там, у нас староста была, она что-то там бегала, ну, как бы старалась что-то там, этому что-то скажет, тому скажет, мы не делали. Ну, как бы такая движуха была. Вот думаю, создала бы там структуру, чтобы один это сделать, другой поможет, то-то, чтобы каждый кого-то ждал, да, вот эта система, она работоспособная. И ладно, все, это проехали. Так, когда у нас проблема возникает, вот этот самый важный фактор. Вот растет там где-то там что-то, да? Вот, например, городское озеленение, тут деревья растут, они привезли из Европы, и они сейчас начали, как бы, у них пятнышки начали появляться, то все там. Кто этот вопрос должен решать? Вот кто им должен помочь, чтобы растения росли нормально? Кому они должны позвонить, чтобы их вопрос решили? Да? А есть еще такой факт. Я с Чувашком или где-то, там есть питомник, и они выращивали кедры, уже почти 3-4 метровые кедры. Я у них запросил 60 штук их. Каждый кедр стоил там, за метр брали, если не ошибаюсь, 6 тысяч, что ли, ну, где-то в районе 10 тысяч, там, 15 тысяч, ну, вот такой дорогущие были. И у них поле было, огромное поле, я все забронировал, я говорю, и потом звоню, говорю, мне не 60, мне 100 надо. Я говорю, аванс сейчас скину. Они говорят, нет, извините. А я говорю, что? Все, говорят, погибло. В смысле, говорю? Они 15-20 лет выращивают это, чтобы продать. У них какой-то там насекомый появился, и там шут или что-то там. И весь, все поле прям желтый стал. Представляете, какой риск? Я говорю, а мне сейчас что делать? Говорю, мне клиент ждет. Ну хорошо, что у нас Европа есть. Поехал в Германию, привез эти кедры. У нас так мало народу У нас так мало народу занимается. Первоначальные инвестиции большие. Для создания питомника первоначальные инвестиции очень большие. Но, как сказать, большие? Для богатых, конечно, это нет. Но для меня вот на сегодняшний день мне нужен, чтобы нормально запуститься, где-то 17 миллионов 630 тысяч, что-то там смета у меня. Как бы, чтобы... Ну это вот где я его возьму, да? Кредит что ли взять? А может у меня тоже там все там пожелтеет и погибнет, да? То есть ну, риск не стоит этого. Поэтому вот эти специалисты, мне кажется, они вот где-то среди вас сидит, да, вы тут сидите, вы должны выступать как бы специалистами для города, для других, потому что этим некому заняться, кроме вас. И этот фактор же очень много, ну, конечно же, для того, чтобы получить больше информации, нужен английский язык, да, то есть я, наверное, очень рад, что я английский вообще не знал, но один день мне так хотелось в Америку, я и в Англию там попробовал, но у меня родители не такие богатые, что меня отправляют, мне что-то приходилось как бы стараться, но они мне всегда помогали, вот, а потом мне посоветовали смотреть фильмы. Я начал смотреть фильмы на английском, просто заходил и смотрел.
первые 5 фильмов это ад. Это ты не хочешь его смотреть, потому что непонятно. Через 5-й фильм ты начинаешь понимать, что мы, когда разговариваем на русском, мы используем очень много английских слов. Очень много. И ты в определенный момент ты начинаешь понимать, что ты думаешь, как в фильме, да, то есть, например, меня просят иногда поработать переводчиком, а я не могу. Потому что для меня table – это table. Я его не могу перевести что-то стол. Иногда меня спрашивают, а вот это английское слово использовал, это что такое? Типа, как переводится? Я не знаю. Я знаю, когда его использовать, когда применять это слово, а я не знаю. Поэтому вам совет, смотрите больше фильмов. Для чего цель? Это чтобы больше изучать, как они как бы там, у них, вот понимаете, говорят, а зачем нам? У нас можно же всему научиться, да? Вот простой пример, да, простой пример. Я когда вот в лаборатории работал, мне хотелось один проект запустить, ну, как бы, как научный проект. Я туда ходил, сюда ходил, что-то все сказали, что, ну, если у тебя есть деньги, ну, делай. А Америка это другая. Я пришел туда, в Америку, с такой же идеей. Они ради какого-то диссертационной работы, какой-то работы, тебе здание построят, пикапы купят, огромные вложения, чтобы ты что-то там делал. Я даже видел одну женщину, которая там выбила деньги, огромную сумму денег, она музей сделала из мусора, да, то есть какой-то, меня повели туда, вот сказали, что вот деньги выделили, там она вот такая, я приехал, какой-то мусорный этот, я говорю, блин, а что это такое? А за это им деньги, а это, оказывается, кому-то нравится. Фактор в том, что американское образование, американское образование, и с другой стороны, она плохая, потому что она стандартизирует очень сильно. Например, я выделялся среди там однокурсников, потому что я методом тыка, я пока инструкции не знаю, ничего, я просто тыкаю, что-то получится, я там, ага, получилось, не получилось, но не получилось. А у них такого нет. Например, даже там дают задание. Американец, он сидит, там инструкцию изучает. Какой инструкции там считать? Мы попытаемся, и это, наверное, и большое преимущество, да, попытаться. У меня там, если зайдете там, ну, в Инстаграме, далеко, наверное, я хотел вывести там один сорт яблони, и просто, ну, чтобы жуки там не грызли его, я просто одну яблоню начал опрыскивать каждый раз сладкой водой. Ну что, все жуки там в округе, все там собрались и все сажали. И оставшиеся яблоки, там, иногда же яблоки смотришь, все там в жуках, а некоторые там прям стоят, прям красивые, да. У них же специально, ну, значит, там есть какой-то фермент, который отталкивает этих жуков. Я думал сейчас, ну, у меня примитивное как бы мышление, я говорю, сейчас возьму семена этот и как бы начну над этим работать. А у меня вообще там вообще шикарный пиар-ход получился. У меня яблоко одно, там мутация появилась, блин, жалко, я фотографию не взял. Яблоко прям посередине, одна красная, другая желтая, прям в один. Ну, вот такая мутация получилась. Там в Англии кто-то там находится, в других местах. Ну, конечно же, я начал этим пиариться, да, очень сильно. Это яблоко все в районе знают. Я там начал фоткаться, там на видео там разрезал, кушал его еще, да. Одна сторона сладкая, другая кислая. Представляете? Ну, вот жалко, что у меня фотографий нет, но сейчас я попытаюсь как-нибудь. И это же случайно, да, то есть американец до этого, ему надо было там задачу поставить, чтобы такую яблоко, там, то, что он, такой бы этап. А вот мышление наших людей, наш университет дает так, что давайте, ребята, попробуйте, что-то все равно получится, да. И это, мне кажется, наше большое преимущество, но все равно американские, вот это все иностранные как бы знания надо как бы получать, исчитать, увидеть. Но для этого нужен английский язык. Без английского никак.
Я вот сейчас очень рад, что у меня в мое время такое не было, что в Савинском районе администрация очень как бы работает над тем, чтобы все дети там говорили на английском. Но это, мне кажется, это вот конкурентоспособные дети растут. Вот. Ну, давайте по практике сейчас, а то я сейчас вам то рассказываю, чтобы вы тоже проснулись. Кто знает, кто это? Что он хочет? А? Не, вот основная его идея. Нас всех колонизируют в Марс, да? Правильно же? Хорошая идея, как думаете? Нет. А? Нет. Почему нет? В Марсе нет атмосферы, очень много ресурсов, куда заезжать, чтобы лететь, из-за этого истощится ресурсы, и много металла, и это может прогореть. Очень большой риск. Ну, все равно надо рискнуть, как мы с яблокой экспериментировали, все равно надо попробовать. Ты как американец мыслишь, ты там... Ну, все равно, давайте, но я не говорю, что вот это, да, давайте один пример по консалтингу, чтобы вы могли понимать, что такое консалтинг. Вот, например, Элон Маск вас попросил найти метод, как выращивать растения в Марсе. Вот конкретная задача. Все, ребята, там, найдите мне метод, как вырастить растение в Марсе. За это я вам $1 миллион дам. Какие проблемы первые у нас? Ага. Надо создавать. Почву, как заменим почву? А может там почва соответствует, нет? Так, солнца там хватает? А? Ну давайте все мысли, какие есть, кидайте. Давайте поможем пацану, а то он там пытается сейчас. Напишем прямо сейчас проект, отправим его $1 миллион. Помешает, что ли? Ну что там еще надо будет? Там насекомые нужны будут, бактерии нужны будут? Специальные? Нужны? Да, обязательно. Еще что надо? Не, ребят, если так будете сидеть, заказчик вам ни копейки не заплатит. Консультант, есть консультант, он должен всегда говорить, понимаете, чтобы заказчик думал, что ого, он много знает. То есть это просто пример для того, чтобы вы понимали, что в каждом этапе, да, если вы на кого-то еще будете работать, вы себя должны чувствовать вот специалистом. Каждый появляющийся вопрос, да, надо решить. И за то, что если вы решите, вам заплатят деньги. Если не решите, ну, excuse me. Да, вот что, давайте еще. Вообще, надо ли там растения? Нужны. Для чего? Вот, кислород. А растения без углекислого газа не растут, да, если я не ошибаюсь? А там есть углекислый газ? Есть. На полюсах. А? На полюсах там есть углекислый газ. Вот. Еще что? Смотрите, это в теплице должно быть или там в открытую? А можно, интересно, придумать какое-то дерево, там, растение, просто, которое в их условиях растет? Ладно, ну что, тогда не поможем, да, этому парню? Вот я вам хочу привести, еще раз хочу привести вам вот пример, что делать. Но даже когда вы на кого-то будете работать, вы все равно предпринимательством будете заниматься. Просто вы, когда получаете уже знания, еще вот в таком факультете, да, то есть биофак, да, ну, биологический, это значит, у вас уже мышление другое. Там, когда, кто работает в данный момент? Кто-то работает уже на полставки, да? Нет, серьезно, не работаете, что ли? Серьезно? А в мое время там все мы подрабатывают, что-то 500 рублей, которые родители нам давали, вообще не хватало. Вот когда вы устраиваетесь на работу, вообще сложно не быть как бы инициативным, да, потому что работодатель
он же дает вам деньги за то, что вы там что-то пользу ему приносите. А эту пользу же вы сами себе можете принести. Вот в чем разница, понимаете? Если вы уже смирились с тем, что вы будете работать на кого-то и как бы получать зарплату и жить на это, да, это очень хороший момент, да, то есть ты работаешь, ты ценный сотрудник, тебе платят зарплату. Второе, это ты когда инициативу делаешь, сам начинаешь бизнес. Знаете, какой самый первая проблема начать бизнес? Вот это первая, самая сложная проблема, знаете в чем? Знаете, нет? Проснуться с утра. Когда тебя никто никто не заставляет, там, работодатель, если он тебя не пугает, что он тебя выгонит из работы, или он тебя не пугает, что он тебя премии лишит, очень сложно просыпаться с утра. Вот ты просто думаешь, а я же могу просто поспать, меня никто не поругает. Да, то есть, правильно же, да? Ну вот вы вот сюда, в универ пришли, да, все молодцы, вы же скажут вам, ну, свободное посещение, да, сколько из вас тут придет-то, да, то есть. А в бизнес, когда вот начинаете бизнес, самый сложный вот этот первый этап, когда вы себя бороть, что ты должен просыпаться с утра. Ага. И это это, конечно, мотивироваться надо. Так, ладно, я уж заканчиваю, да. Давай резюмируем мой рассказ. Я хотел, конечно, вам дать то, что ваши знания можно превратить в какой-то жизненный полезный фактор. Да, то есть, чтобы те знания, которые вы здесь получите, можно применить. Применить не только там, тут много девушек, да, мы вышли замуж, и все, пусть муж работает. Мне кажется, это уже в нашем 21 веке это не работает чуть-чуть. Потому что сейчас, если с мужем не будете работать, видите, сколько девушек сейчас много, там мужчин-то мало, уведут, не дай бог. Поэтому вам все равно как бы выйти замуж, это не тот. А думать, те знания, которые получили, применить в жизни и найти вот этот, увидеть каждой задаче, увидеть этапность и быть в одном этапе полезным. Я не знаю, поняли ли, что я хотел сказать, но надеюсь, когда вы на кого-то начнете работать, на себя начнете работать, один день вы вспомните там в глубине души, что я хотел вам сказать. Потому что пока вы не поймете вот этот цикличность всего, да, то есть вы не поймете суть. Даже масштабно фокусироваться на что-то не получается. Надо понять, в каком сфере вы специалист, и в этой сфере только себя и держать. А раз там, многим чем заниматься нельзя. Первый, да, то есть ваши знания не самые востребованные на сегодняшний день, поэтому я вас поздравляю с таким образованием. Вообще молодцы, что сюда поступили, учитесь и принесете огромную пользу для всего общества. Второе. Любая задача, которую перед вами поставят, надо вам решить. Два варианта, да? Вы решаете задачи и приносите какую-то там идеальную идею, или вы просто наблюдаете над теми, кто делает эти идеи, как создает. И элементарный факт, да, вот этот элементарный пример, когда вот я перевел же пример, как вырастить растение в Марсе. Это просто для разминки мозга. Я, кстати, этим сам увлекаюсь, потому что это как разминка. Я знаю, что это не реализовывается, я знаю, что это никогда не осуществится, но сидеть и думать, и планировать, и визуализировать, как это можно сделать, это огромной, огромной физкультуры для вашего мозга. Всегда, если вам пришел, любая задача, если
если вам преподаватель говорит, вот надо создать какое-то там что-то, никогда не отказывайтесь, сразу хватайтесь и делайте. Не надо думать о том, что, о, вот это сейчас, вот это если сделаем, там деньги же не платят, туда-сюда. Деньги, это вот все там это. Если вы превратитесь в специалиста, люди будут приносить вам деньги. Это не жизненный фактор, не важный фактор в жизни. А важный фактор – это вот что-то создавать. Реально, это… Я вот даже ландшафтные проекты, когда вот дома строишь, я столько удовольствия получаю. Слушай, в Сабинский лесхоз по биотехнологии, по инвитро, я побывал во многих лабораториях, и у вас там во всех университетах это маленькие лаборатории, которые сидят и там 100 пробирок, там они сидят, там что-то делают. Но промышленно, если вы хотите увидеть, как это производство в целом работает, это только Сабинский лесхоз. Кстати, это один фактор был, почему я сюда приехал. Я когда там работал, мне там рабочий получал там оклад то ли 11 тысяч или 10 тысяч, я точно не помню. И никто мы тут и объявления пытались давать, никто к нам не приехал на работу. Ну и мало зарплаты, и непонятно. Знаете, как я решил этот вопрос? Ну, как мы решили из лаборатории этот вопрос. Сейчас, на сегодняшний день, там работают просто бывшие учителя, там, бывшие работники, ну, местные люди, которые имеют образование техникума, там, максимум, или школьное образование. Знаете, как мы решили? Они хотят работать как на уровне, там, на уровне Академии наук. Вы знаете, как мы решили вопрос? Чтобы вот эти люди там заинтересованно могли делать все это, питательную среду делали, чтобы они мультипликацией занимались. Вот, не знаете? Короче, мы начали все фоткать. Каждый процесс, который я делал, до мелочей фоткали. Ну, там не один был, там 3 человека. Мы фоткали. В итоге мы создали такой бизнес-процесс, в котором если ты умеешь считать, ты там все сможешь сделать. То есть бизнес-процесс доработали до такой степени, что ты просто смотришь на фотографии, и ты берешь вот эту пробирку, ты берешь вот у тебя на весах должна быть такая цифра, ты вот это добавляешь. То есть но этот метод, он хорош. Но я чувствую то, что там сейчас развития нет, понимаете? Вот один этап, он есть. А новый, чтобы там с БАДами поработать, да, там новые, хромосомы поработать. Вы же все знаете, да, то есть если поменять хромосомы, мы даже можем получить какой-то новый сорт, да, то есть мы можем получить, каждая хромосома за что-то отвечает, вы же знаете, да, то есть сейчас уже вывели, за что отвечает. Если мы это будем менять, а лаборатории позволяет, и ваша лаборатория позволяет, но нет людей, которые бы этим занимались. Мы можем менять хромосомы, например, у вас тоже от хромосом, да, цвет глаз, нос ваш от хромосом, да, у вас уже заложено все это. Если мы вас сейчас заменим там, уже ваш клон может быть, голубыми глазами там, или там, понимаете, да? Но вот если вы туда поедете, там зарплата маленькая, вы никогда туда не поедете. Если уже вы поедете в Сабинский лесхоз, чтобы получить знания, это другой факт. Если вы мне просто дайте знать, я вам организую, вы там можете приехать, все посмотреть, изучить, и можете создать свою лабораторию, то пожалуйста. Кстати, по таким лабораториям сейчас крупные компании, я уж не буду афишировать, я подписал кое-какие документы, что они разглашены. Сейчас крупные компании увлекаются этим. Очень крупные по этим делам, потому что все понимают, что это прибыльно, что это можно выращивать очень много растений и все идентично. Вот. Вторая лаборатория, мне которая нравится, это
который надо побывать, это в Йошкар-Оле. Как ни странно прозвучит, конечно, но Йошкар-Ола, ну вот этот Морейский университет политехнический, он делает большие дела, там, то есть там техническая база большая, и там можно чему-то научиться. В Америке самые по биотехнологиям, это самые передовые, это у нас бельгийцы, да, там в Бельгийском университете хорошо занимаются. Кстати, я на следующей неделе поеду туда, вообще на следующей неделе буду путешествовать, там, если в Инстаграме посмотрите меня, там, Финляндия, там, я люблю там выезжать, изучать этих всех питомников. Я всегда боюсь, что они что-то придумали, и я тут живу и не знаю об этом. Поэтому я каждый год стараюсь 2 раза ездить, смотреть все лаборатории, общаться с профессорами. Вот. Еще лаборатория. У нас Нива Татарстана есть. Они с картофелем очень плотно, сильно работают. Но тоже у них там специалистов не хватает. А вообще вы после окончания университета вы кем будете? Вы куда пойдете на работу? Просто в лабораторию все пойдут, да? Или кто пойдет работать в лаборатории? Что, один только? А кто пойдет продавцом работать? А кто пойдет работать замом, там, чего-то там? А кто пойдет преподавателем работать? Ага. Нет, мне вот интересно, ну я, наверное, тоже не знал, чем я буду заниматься. Блин, наверное, сложно вам сейчас, да, так определиться. Сейчас столько соблазна, да, столько информации ненужной, да, Инстаграм, Фейсбук, они прям дают такую жизнь бурную разных людей, прям мне даже страшно делать выбор. Ну, я бы не хотел оказаться на вашем месте. В наше время-то еще не было. В наше время не было ни Инстаграм, ни ВКонтакте. Мы даже не знали, что такое интернет там. Как-то был там линия, там, работает в лесхозе, там, лесником, и все, там, и шли по этой. А сейчас-то я сам захожу, я знаю там одного парня, но он, я его живую знаю, случайно зашел в его Инстаграм, я удивился, я не знал, что он миллиардер такой, я думал, что он живет там в кредите, и у него много долгов, и он всегда в долг просит. А он зашел в Инстаграм, он там что-то, какие-то моря, там, ну, машины какие-то. Ну, как-то вот эта виртуальная реальность, мне кажется, портит все ваше мировосприятие. Мне сложно у вас ситуация, но мне кажется, вы должны выбирать биологию, и как бы удачи вам. Да. Это я долго искал, кстати. Да, спасибо. Действительно, удачи. Если какие-то вопросы, там, пишите, заходите на наш сайт, изучайте там gafel.ru, в Инстаграме я Алим Галимулин. Вот. И помните, вся надежда на вас. Я ухожу. Какой ваш любимый чай? А? Какой ваш любимый чай? Черный. Черный. Чаечки будем делать. Спасибо. Вы знаете, если я к вам приду, какой чай принесу? Ага, хорошо. И еще один. Ой, забыл уже с чаем. Я уже представил, что сижу чай пью и забыл, что хотел сказать. Да, пишите, если у вас какие-то сложности, если вы хотите, я всегда открыт. Да, то есть, если вы приедете в Сабыс, приглашаю в Сабинский район, потому что у нас там крутые парки сейчас, много аттракционов. И если хотите открыть сайт там или какой-то бизнес, советуйтесь, пожалуйста. Все, спасибо большое.